Вы верите в чудеса? Вот в штабе происходят чудеса. Вот, да, вы должны учиться, вы должны добиваться, вы должны, значит, в этой жизни, в Москве всего добиться. Мы всегда вас на это настраиваем, во всем готовы вам помочь. Вот чудеса. У нас в штабе тоже такое происходит. Во-первых, у нас 15-20 человек женятся здесь. Здесь люди находят работу. Здесь люди меняют судьбу свою, да. Поэтому вот штаб, он какой-то заряженный такой на это, да, такой. И вот, значит, 8 лет назад, нет, это было 15 лет назад, значит, у меня родственники живут в деревне Красный Бор, кто знает Татарстан, напротив Мензелинска. Кто вот знает, не знает. Это Агрызский район. Это Агрызский район, напротив, значит, напротив как раз Мензелинска. И вот там, значит, ну вы знаете, да, что татарам нельзя было селиться около реки. После Ивана Грозного нельзя было заниматься кузницей, нельзя было заниматься кожей, нельзя было ничем заниматься и около реки. Пожалуйста, за 40 километров от Камы. Пожалуйста, занимайтесь земледелием. Лошадей держать нельзя, кузница нельзя, кожа нельзя. Только вот такое все было ограничение. И вместе проживать нельзя, самое главное. Вот Екатерина потом взяла послабление, татарская слобода. Значит, в чем суть? Вот это вот. И вот в этом, значит, Красный Бор, и вот там, естественно, жили русские, и была одна улица татары. Татар было очень мало, но это бывший районный центр с населением 5000. И вот как мы приедем в гости, татары взмолились: давайте нам мечеть, дайте нам мечеть, надо нам мечеть. Ну, мы как-то думали, давайте мы дом старый купим, вот вам мечеть, да? Но потом нам объяснили, так не бывает мечеть. Мечеть это должна быть организация, мы должны складываться, вместе должны ее строить. Барякат. Это такое дело, и вот мы так потом ходили по квартирам, по домам ходили, уговаривали всех, и потом появилась мусульманская община, вот 10 лет назад начали, значит, строить мечеть, и построили мечеть. Она считается самая маленькая мечеть в Татарстане. Ну, так они захотели. Мы, естественно, помогали во всем. Ну, вот мечеть, наверное, вот как пол этой комнаты. Но она есть. Ее построили. Есть мусульманская община. И каждый раз, когда мы туда приезжали, значит, я только выхожу из машины, меня встречают бабушки. Русские бабушки, православные. Начинают рыдать, плакать, да, на взрыв причем. Потому что там вот это вот была раньше церковь. Это была единственная церковь на всю округу. Потому что рядом городов больше не было. На берегу Камы больше не было. Дорог раньше тоже не было. Мы сейчас говорим о 17 веке. И вот в 1680 году по Каме плыл пароход. А на пароходе были священнослужители православные, они занимались миссионерской деятельностью, они лечили людей, значит, учили людей. И вот они, значит, по Каме плыли, и вот эти удмуртские деревни, татарские деревни, вот эту всю округу, потому что и много и среди русских было староверов, они всех крестили. И вот в этом пароходе были очень известные, уважаемые священнослужители. Были лекари, были учителя, были такие, ну, их было там человек 30-40 где-то. И вот когда они остановились в этом Красном Боре, вокруг ничего не было. Ближайшая была деревня, там Елабуга, может быть, Казань. Вот. И, значит, а когда они встали, утром проснулись, Кама замерзла. Дорог нет. Что делать? И вот эти вот старцы остановились на зиму в этом Красном Боре, перезимовали там, но они были очень деятельные. Санкт-Петербурга тогда в помине не было. Это были самые священнослужители, известные из Москвы. И вот они деятельные, наняли людей, и они построили деревянную церковь. Пока они зимовали там, вот это вот, значит, человек 20 у них умерло, они их похоронили там, и они основали там вот эту церковь. И вот, значит, весна пришла, все растаяло, они поплыли дальше. Через год они, значит, приехали, достроили уж капитально эту церковь свою. И вот, а у них был такой, у священнослужителей, у православных, у них их уровень такой был, что им нужно было 2-3-этажные сводами из кирпича под землей делать такие эти, ну, хоронить их так, с таким почетом. Вот.
Привезли целую баржу кирпичей, похоронили их там 2-3 этажа вниз, значит, и вот у них было очень много учеников по всей России. И вот это вот место, вот эта церковь, вот эти вот старцы, 20 человек, это превратилось в место паломничества, потому что люди, у них было много учеников по всей России, и вот они приезжали. Вот я сам лично видел, я еще это помню. А представляете, деревня Красный Бор, да? Кто его знает, за 3-9 земель, и там стоят огромные мраморные, гранитные, красные, черные глыбы, такие памятники. Такими все это похоронено, настолько у них был уровень высокий. И вот, значит, все это, ученики приезжали, ну, сами знаете, советское время, коммунисты, и там было затопление. И вот в 76 году, многих еще из вас тогда не было, да, бульдозером, экскаватором, все это убрали, весь народ вышел. Это же могилы, да, ну, затопление в советское время, церковь взорвали, естественно, а вот эти захоронения, они взяли с экскаватором, загрузили в самосвалы, там на горе, скопали 2-3 траншеи по 100 метров и туда вывалили. Весь народ собрался. Видели там бороды, кресты, кости, гробы, все это вот вперемешку, и самосвалом все это высыпали туда, значит, вот. Все, конечно, очень были расстроены, и вот эти бабушки, многие видели, 76-й год же, и они говорят, мы не можем спокойно умереть, нужно это место осветить, и это место в этом превратилось в свалку. Там вот полиэтилен, кусты, собаки. Вот это вот 100 метров свалки, да? Вроде там никто, значит, все туда бросали. Там брали землю оттуда, ямы. И вот в наше время уже металлоискателям искали там золото, искали кресты, там ямы скопанные. Ужасно выглядело все это место. И вот когда вот мы приезжали на ифтар проводили, на эту мечеть, вот эти бабушки, они куда только не писали, так и это место и не облагородили. Вот, свалка, вот, а они же помнят, что это там памятники, всю эту историю. И вот, значит, как-то у нас так получилось, а председатель Аксакалов в штабе, у нас был Юлдус Халиуллин, он родом из Агрыза. Вот его попросили, ему, это значит, он сподвижник Ахтамзяна, знаете, да, кто такой Ахтамзян? Ну, выдающийся татарин, вот. И вот этот вот, ему письма писали, он мне звонил, и вот мы в штабе что-то обсуждали, и как-то вот неожиданно у нас так деньги мы нашли. Мы же мусульмане, мы же татары, мы не можем заниматься православными святынями, так же получается. И вот мы все-таки пошли навстречу, убрали всю эту свалку, сделали забор, а местные уже православная церковь, там церкви нет, православная община поставили огромный крест и осветили это место. Осветили это место, значит, и вот когда они освещали, там небо, облака раздвинулись, солнце появилось, это вообще все были в шоке. Было такое природное чудо. Значит, в освящении креста мы участие не принимали, крест мы не ставили, но облагородить это место и забор, и оплатить, это все мы сделали, да. И мы же, когда это делали, мы не задумывались о каких-то корыстных целях. Просто это была слезная просьба бабушек, и вот этот наш Юлдус наш тоже просил. И вот потом вспомнили эту историю. Оказывается, вот это место, вот эти старцы, когда они еще внизу покоились, к ним приезжали со всей России, особенно после Отечественной войны, и там происходили чудеса. Вот вы знаете, да, на Таганке есть Матрёна. Знаете Матрёну или нет? Ну да, конечно. Вот Матрёне ходит в день 500 человек иногда, да, на праздники. И там все сбывается, все люди верят. И вот туда люди в царские времена еще в 17 веке, в 18 ходили просить у этих старцев. Просили, кто просил здоровья, кто просил покой, кто просил удачи. Особенно после Отечественной войны много было покалеченных, люди приходили с костылями, люди приходили ползком и оттуда уходили своими ногами. Да? И вот эта молва же, она быстро распространяется. И получается во всем Татарстане, Удмуртии, во всей Закамской зоне сейчас есть место такое покоя, место такого преклонения, место, значит, чуда. Люди сюда приезжают каждый день со всей России. И у всех все получается.
Особенно вот женщины, которые не могут детей, у кого-то счастья нет, у кого-то покоя нет душевного. И вот мы сами того не зная, сами того не ожидая, сами того не планируя, вот теперь штаб татар у нас есть 8 лет назад, у нас есть такое святое место. Но оно православное. Мы, татары, мусульмане, поклоняться этому не должны. Понимаете, да? Вот. И вот, значит, такое чудо произошло. Вот такое, туда сейчас ездят, значит, постоянно и старцы, и со всей России, это на берегу Камы. И вот у штаба есть такое место. Сколько было критики в наш адрес, вы представить себе не можете. Постоянное обсуждение в интернете. Его надо побить. Бабушки предлагали поленом. Одни предлагали почему-то валенком бить меня. Другие предлагали там что-то, да. То, что я чуть ли не крестился, чуть ли не этот крест ставил сам. Вот очень много было критики, конечно, в наш адрес. Но мы мусульмане, мы татары, мы все-таки показали пример православным. Если бы не мы, это никто бы не сделал. И вот мы все-таки такое толерантно должны к этому относиться. Вот у нас, например, есть община православных татар, если вы не знаете. Вот, тоже за это нас критикуют. Вот, община православных. Ну, а татары православные кому они нужны? Они должны быть рядом с нами, так ведь? Вот мы так считаем, мы это тоже обсуждали, это не мое, этот вот. Поэтому вот такая у нас политика. Вот такое есть, может, в интернете посмотрите. Место вот Красный Бор, раньше он назывался Пьяный Бор, и вот место чудо, куда приезжают каждый день машины, это неожиданно открыли и штаб татар Москвы. Вот. Вот что это такое? Ну, это говорят, что по православию это не мы, это нашими руками, там Господь Бог, там это можно долго на эту тему обсуждать. Вот. Если будете где-то когда-то, вот географы наши в этих краях, обязательно тоже посетите на берегу Камы. Интересная история? Да. Да, занятно. Да, но она наша история, понимаете? Вот наша история. Дорогостоящее мероприятие, хлопотное было, но мы его сделали. Вот все-таки, значит, наверное, гордимся, не гордимся, но оно есть. Безне инде мактаучылар да бик күп, татар штабын дип әйтим инде. Менә хуплаучылар да бик күп булды, анысы бик дөрес. Шуңа күрә шуны дип әйтер идем инде, таркау булмыйк, берләшик, бердәм булыйк. Шуңа күрә бүгенге кичтә менә ничек утырабыз, кичләребез матур булсын, киләчәктә дә шулай булсын, шулай бит инде. Үзебезчә рәхәтләнеп белгән җырларыбызны җырлап, аралашып, сөйләшеп, рәхәтләнеп кичебезне уздырыйк. Җырыбызда килешле бу сүзләргә аерылмагыз. Беләсез бу җырны, кушылыгыз әле.